Рассеянный склероз – это одно из тех заболеваний, которое поражает молодых и не имеет профилактики. Согласно статистике, данная патология диагностируется у 2,5 миллионов человек в мире. На данный момент у нас сейчас тоже находится на лечении двое пациентов с рассеянным склерозом. Они получают стационарное лечение, симптоматическое, патогенетическое лечение и реабилитационное лечение. И по направлению с поликлиник, с УЛУСов в больнице тоже к нам уже записаны такие пациенты, тоже будут поступать. Рассеянный склероз – аутоиммунное заболевание. Симптоматика зависит от того, в какой области развивается патология. В наши дни с улучшением диагностики заболевания и применением новых лекарственных средств врачам удается дать больным шанс дольше жить полноценной жизнью. Пациентку Наталью рассеянный склероз застал неожиданно. Я почувствовала, утомляемость. Пошла на работу, чувствую, что земля из-под ног уходит, вот такое состояние. Ручка у меня тоже куда-то ведет в другую сторону. Я думала, это как перенапряжение у меня. Меня увезли на скорой с работы прямо. В РБ-2 меня увезли. Я лежала сначала в неврососудистом отделении неделю. Мне никак не могли диагноз установить, потому что думали прединсультное состояние. Но потом все-таки определили. Эта болезнь поражает в возрасте от 20 до 40 лет. По статистике данной патологии чаще подвержены женщины. Более того, диагноз рассеянного склероза не просто поставить. Однако, если у ваших родных и близких встречаются одни из перечисленных симптомов, значит, пора обратиться к специалисту. Медики отмечают, рассеянный склероз ни в коем случае не стоит путать с проблемами с памятью, которые могут быть предвестниками старческой деменции или болезни Альцгеймера. Данное заболевание является аутоиммунным, демиелинизирующим, где происходит поражение головного, спинного мозга, и в связи, где находится очаг поражения, там появляется симптоматика. Пациенты обращаются в поликлинику, и уже с подозрением на демиелинизирующее заболевание неврологи поликлиники, УЛУСных, участковых больниц, они направляют к нам, где мы впервые устанавливаем этот диагноз и уже можем назначить патогенетическое лечение. Однако рассеянный склероз не приговор. Все зависит от стадии заболевания и разновидности. Многие люди при соблюдении рекомендаций врачей ведут нормальный образ жизни. Самое главное – не допустить усугубления болезни, отказаться от самостоятельной постановки диагноза и не пренебрегать возможностью диспансеризации. В таком случае возможный склероз имеет повышенные шансы на благоприятное лечение. Надежда Саханская, Григорий Охлопков, Якутск.